Бисмиллах, альхамдулиллах, вассаляту вассаляму аля расулиллах. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Тема сегодняшнего урока – места образования букв. Место образования букв в арабском языке называется махрадж. Всего в арабском алфавите у нас 17 махраджей, 17 мест образования. Хотя букв у нас в алфавите 28, или же по другому мнению 29, но места образования у нас только 17. Потому что из одной места образования, из одного махраджа могут уходить несколько букв. И махрадж у нас начинается с нижней части горла и доходит до губ. И первый у нас хамза и ха. Хамза, ха. Это дальняя часть горла. Эти две буквы образуются из дальней части горла. Ха, хи, ху. Потом следующий у нас буквы айн и ха. Айн, ха. Это средняя часть горла. А, х. А, х. А, ри, ру. Ха, хи, ху. А, ир, ур. Или ах, их, ух. Потом у нас гайн и ха. Это верхняя часть горла. Г, х. Г, х. Ро, ри, ру. Хо, хи, ху. Потом у нас буква Каф. Дальняя часть языка вместе с противоположным мягким небом. То есть вот дальняя часть языка и мягкое небо. То есть у нас дальняя часть языка прикасается к мягкому небу. Оттуда образуется буква Каф. Ко, и, ку. Ака. Ака. Также у нас буква Каф является буквой сотрясения из правила калькаля. Потом у нас идет буква Каф. Каф также дальняя часть языка вместе с твердым и мягким небом. То есть образуется между мягким и твердым небом. К. Ка, ки, ку. Ак. Ак. Следующий у нас буквы Джим, Шин, Я. У этих трех букв одинаковый махрадж. Это середина языка вместе с противоположным твердым небом. Джа, джи, джу, ша, ши, шу, я, и, ю. Адж, аш, ай. Адж, аш, ай. А так разница между этими тремя буквами – это щель между языком и между небом, как на картине. Потом следующий у нас идет буква ДОД. Буква ДОД образуется из боковой части языка, когда он приближается к боковым жевательным зубам, либо слева, либо справа. То есть у буквы ДОД свой особенный махрадж, который нет у других букв. Также подобной буквы нет ни в одном языке. То есть мы ставим боковую часть языка боковым жевательным зубам, либо справа, либо слева. И синими точками изображено здесь именно, где должно присутствовать давление. А где желтые точки, там уже не должно быть давления. То есть мы прижимаем либо справа, либо слева, либо обе части одновременно. То есть буква БО, БОД, БО, Ды, ДУ, АД, ИД, УД, ДО, Ды, ДУ. Потом у нас идет буква лям, кончик языка и его ближние края вместе с началом твердого неба.
То есть, как видим на рисунке. Лям, ля, ли, лю, аль. Потом у нас идет буква нун. Кончик языка дотрагиваются к деснам. Нун, ан, ин, ун, на, ни, ну. Также у буквы нун и у буквы мим у нас особенность. Это свойство гунна. Гунна — это звук, уходящий из носа. Ан, ин, ун. То есть у нас через нос уходит звук, как вибрация. Потом идет буква ро. Поверхность кончика языка вместе с десной. Ро, ро, ар, ир, ур. Потом идет буква то. Кончик языка вместе с основанием верхнего слова. Вот этот махрач для 3 букв. Это буква то, та и даль. Просто разница между то, та и даль в том, что то у нас твердая буква. И при произношении твердых букв дальняя часть языка приподнимается, как мы видим на рисунке. Именно у них махрач одинаковый у 3 букв. Просто отличие то — это приподнятие задней части языка. То есть та, даль, кончик языка вместе с основанием верхнего резцового. Потом у нас идет буква сод. Кончик языка вместе с внутренней частью нижнего резцового. Также из этого махраджа у нас уходят еще 2 буквы. Это син и зай. Также разница между ними — это приподнятие задней части языка. Буквы сод. А так махрадж у них одинаковый. Потом у нас есть буква зо. Буквы зо, са, заль мы еще объясняли в начале. Кончик языка вместе с кончиком верхнего резцового. Или же кончик языка уходит между резцами. То есть мы назвали их межзубными буквами. Зо, зы, зу. Или са, си, су. За, зи, зу. Аз, ас, аз. Дальше у нас идет буква фа. Внутренняя часть нижней губы вместе с кончиком верхнего резцового. То есть кончик верхнего резцового мы ставим на внутренней части нижней губы. Фа, фи, фу. Аф, иф, уф. Потом у нас идут буквы мим, ба, вау. У них также одинаковый махрач — это губы. То есть буквы мим и ба мы произносим, смыкая обе губы. Мим, ба, мим, ба. Мы сказали, что у буквы мим и буквы нун у них свойство гунна, то есть звук из носа. А букву вау мы произносим, округляя губы трубочку. Вау, ва, ви, ву, ау. И здесь мы завершаем урок. Вальхамдулиллахи Раббил Аламин.